Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Кушара. Сегодня в выпуске. 100 лет со дня образования судов общей юрисдикции Абхазии. Встреча Союза политических партий и общественных организаций с членами правительства. В Малом зале Кабинета министров прошло торжественное собрание в честь столетия образования судов общей юрисдикции Абхазии. Аслан Бжаня направил поздравительный адрес председателю Верховного суда Саиде Будба со столетним юбилеем. Указом президента Аслана Бжаня ряду судей было присвоено почетное звание «Заслуженный юрист». Эсма Гуланзе продолжит тему. В рамках мероприятий, посвященных столетию образования судов общей юрисдикции, прошла церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. Торжественная часть мероприятий продолжилась в Малом зале Кабинета министров. Об истории становления и развития судебной системы Абхазии рассказала председатель Верховного суда Саида Будба. Решением Совета судей Республики Абхазия 13 мая 1923 года был установлен Днем образования судов общей юрисдикции Республики Абхазия. ЦИК СССР Абхазии 13 мая 1923 года принимает положение о судоустройстве СССР Абхазии, которое впервые учредило в Абхазии единую двухзвенную систему судебных учреждений. 1 июня 1923 года был образован Высший суд СССР Абхазии, который в 1926 году был переименован в Верховный суд СССР Абхазии. 25 января 1992 года Верховным Советом Абхазии было принято постановление о признании Всеобщей декларации прав человека. В соответствии с ним законы и иные законодательные акты, вступающие в противоречие Всеобщей декларации прав человека, было принято считать не имеющими юридической силы и не подлежащими исполнению на территории Республики Абхазия. Поздравительный адрес от президента Аслана Бжани зачитал вице-президент Бадра Гунба. От имени руководства страны, от себя лично глава государства поздравил председателя Верховного суда, всех действующих и пребывающих в почетной отставке судей, сотрудников и ветеранов судов общей юрисдикции. Со дня своего образования суды общей юрисдикции Республики Абхазия осуществляют высокоэффективную деятельность, направленную на обеспечение интересов общества и государства, защиту прав и свобод гражданина, ставя во главу угла верховенства закона. Развитие государственности Республики Абхазия в наше время напрямую зависит от деятельности судов, как самостоятельной, независимой ветви власти. На судах Абхазии лежит особая ответственность. В условиях динамично развивающегося информационного общества запрос на государственную защиту самого принципа справедливости прямым образом лежит на повседневной профессиональной деятельности судей. Именно поэтому пополнение судейского корпуса, включая суды общей юрисдикции, должны происходить на принципах неукоснительного соответствия высочайшим профессиональным и моральным стандартам. Руководство республики высоко ценит ответственную работу судейского корпуса и выражает благодарность за их вклад в формирование правового демократического государства. С юбилеем судейское сообщество Абхазии поздравил спикер парламента Лаша Ашуба. Развитие судов общей юрисдикции Республики Абхазия неразрывно связано с происходящими историческими событиями, оказавшими большое влияние на общественно-политическую ситуацию в республике, ее институты, экономику, социальные отношения. На протяжении всей своей истории суды общей юрисдикции осуществляют деятельность, направленную на обеспечение интересов общества и государства, достижение верховенства закона, защиту прав и законных интересов каждого гражданина. И сегодня они решают многие задачи, в том числе и в области совершенствования законодательства и судопроизводства, за что отдельное спасибо судейскому сообществу.
Депутаты Народного собрания парламента Республики Абхазия высоко ценят сотрудничество с коллегами, с коллективами судов общей юрисдикции и выражают им благодарность за вклад в формирование правовой культуры в абхазском обществе. Приветствие председателя Верховного суда Российской Федерации Вячеслава Лебедева зачитал заместитель председателя Сергей Рудаков. Гармонично сочетая традиции юридической науки и новые правовые подходы, Верховный суд Республики Абхазия обеспечивает реализацию фундаментальных принципов правосудия, повышение правовой культуры, эффективную судебную защиту прав и законных интересов граждан и организаций. Конструктивное и плодотворное взаимодействие между судебными системами наших государств, основанное на общепризнанных принципах и нормах международного права, будет укрепляться и в дальнейшем. Еще одно поздравление прозвучало от имени президента Республики Южная Осетия Алана Гаглоева. Его зачитал председатель Верховного суда Республики Виталий Джиоев. За прошедшее столетие Верховным судом Республики Абхазия многое сделано для создания современной судебной системы. В ее основе независимость и самостоятельность судей, доступность и открытость правосудия, состязательность судебного процесса. Вы активно способствуете совершенствованию законодательства, утверждению принципов справедливости, реализации и защите конституционных прав и свобод и законных интересов граждан. Уверен, что профессионализм, принципиальность и верность служебному долгу работников судебной системы будут и в дальнейшем способствовать укреплению государственности Республики Абхазия и обеспечению верховенства закона. Судья – профессия непростая. На судей возлагается осуществление ответственных обязанностей, принятие решений, обязательных к исполнению и затрагивающих права и интересы граждан и организаций. От судей зависят судьбы людей и их благополучие, поддержание законности и правопорядка. Судебную систему Республики Абхазия составляют Верховный, Арбитражный, Военный суд, а также местные суды городов и районов. Эффективно работающая судебная система – это неотъемлемая условия развития демократического правового государства. Тяжелым испытанием для народа Абхазии стали годы Отечественной войны 1992-1993 годов, но, несмотря на это, судебная система Абхазии не прекратила свою работу по отправлению правосудия. После окончания военных действий многие участники войны стали членами судебного сообщества и достойно осуществляли правосудие. За это время сменилось много поколений судей. Но всегда неизменным остается главное предназначение судьи, носителя судебной власти в стране – грамотно, объективно и беспристрастно осуществлять правосудие, защищать права и законные интересы граждан, ограждать общество от преступных посягательств. На современном этапе эти задачи решаются вами успешно, а ваша деятельность является важной составляющей всей судебной системы Абхазии. Указом президента Аслана Бжани почетное звание «Заслуженный юрист» присвоено Марине Ануа, Лидии Трещевой, Белле Хасая, Георгию Акаба. Кроме того, в ознаменовании столетия со дня образования судов общей юрисдикции были вручены юбилейные медали за сотрудничество, а также присвоены звания «Почетный судья». Эсма Гуланзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Делегации Верховных судов России и Южной Осетии прибыли в Абхазию на празднование столетия судов общей юрисдикции Республики Абхазия. Состоялась встреча председателя Верховного суда Саиды Будба и спикера парламента Лаши Ашуба с прибывшими гостями. Председатель Верховного суда Абхазии Саида Будба встретилась с делегацией Верховного суда Южной Осетии. Приветствуя гостей, Саида Будба поблагодарила южноосетинских коллег за их приезд в республику. Вам очень благодарна за то, что вы нашли время и возможность приехать к нам. Это была не близкая дорога. Спасибо большое, что вы сочли возможным сегодня разделить этот праздник с нами. Для нас это очень важно и ценно. В наших республиках очень много общего, что нас связывает. И этот праздник тому подтверждение, что и этот праздник стал тем событием, которое мы празднуем вместе. В состав делегации Южной Осетии входит председатель Верховного суда Виталий Джиоев, судья Альберт Гигалаев и помощник председателя Верховного суда Елена Качмазова. Гости выразили благодарность за радушный прием. Ваш праздник в судебной системе Абхазии, ну и наш праздник.
Мы очень близко воспринимаем все здесь, в вашей республике, происходит. И нам очень приятно было ответить на ваше приглашение. Мы с большой радостью и с легким чувством приехали, как к себе, можно сказать, дома. В завершении встречи стороны обменялись памятными подарками. Саида Будба также встретила делегацию Верховного суда Российской Федерации. Для нас это очень волнительно и ценно, что к нам приехали наши коллеги из Верховного суда дружественного нам государства Российской Федерации. Это первый официальный приезд делегации из Верховного суда Российской Федерации к нам в новейшей истории Абхазии. 100 лет судам общей юрисдикции. Это праздник не только для судебной системы, но и в целом для государства Республики Абхазия. Это такой большой период, когда нам есть что отметить, нам есть что проанализировать. У нас большой опыт за нашими плечами, за плечами наших предшественников, о котором нам хотелось бы вам рассказать более подробно. Заместитель председателя Верховного суда России, председатель дисциплинарной коллегии Верховного суда Сергей Рудаков выразил благодарность за возможность встречи с судейским корпусом Абхазии. Хотим выразить вам поддержку, искреннее уважение. Передать привет от судейского корпуса Российской Федерации. Мы передаем вам искренние поздравления, самые наилучшие пожелания, с надеждой, с большой надеждой на дальнейшее сотрудничество, общение и дружбу. Председатель Совета судей России Виктор Мамотов также произнес приветственные слова. Правовые системы Абхазии и правовая система Российской Федерации тесно связаны. Наверное, это связано с тем, что мы родились и воспитывались в общей культуре. Наверное, это связано с тем, что у нас есть общие ценности, общие взгляды на мир, на жизнь, в том числе и на право. И поэтому нам очень приятно, что вы, наши коллеги, и особенно после событий 1994 года, когда была принята Конституция Абхазии, судебная система Абхазии получила дополнительный импульс развития, потому что она была оформлена как независимая судебная власть, это очень важно. И, конечно же, огромную роль в этом играют судьи. Судьи всей судебной системы, и, конечно, прежде всего судьи Верховного суда Республики Абхазия. В завершении встречи также стороны обменялись памятными подарками. Далее встреча делегации Верховного суда России прошла в парламенте. Гостей поприветствовал спикер Народного собрания Лаша Ашуба. Отрадно, что сегодня такие именитые люди посетили праздник наших судов. Для нас это большая радость. Нам очень нравится, что наши суды сотрудничают, есть взаимодействие здоровое. И, конечно же, мы знаем ваш опыт, ваш, так сказать, бэкграунд. И мы очень рады, что нашего молодую председателя Верховного суда Республики поддерживают такие именитые люди, как вы. Общество любое в любом государстве нуждается в доверии к судебной власти и к законодательной власти. Я думаю, что такое доверие есть. Я хочу пожелать вам, чтобы это доверие крепло, чтобы люди знали, что в стране есть демократия, чтобы люди знали, что они могут обратиться в любой суд республики, и там получат справедливое, законное, обоснованное решение. Спикер парламента Лаша Ашуба также принял делегацию Верховного суда Республики Южная Осетия. Аля Катрапш, Камила Джопла, Абхазское телевидение. В администрации президента прошла встреча Союза политических партий и общественных организаций с членами правительства. На повестке дня обсуждение требований оппозиционных сил к исполнительной власти. Встреча началась с обсуждения социальных и экономических реформ. Вице-премьер-министр экономики Кристина Узган отметила, что в этих сферах проводится большая и продуктивная работа. Об экономическом росте в республике свидетельствуют показатели 2019-2022 годов. Рост собственных доходов государственного бюджета вырос за 3 года на 3 миллиарда рублей. Внешнеэкономический оборот вырос на 14 миллиардов рублей. Объем ВВП
В 2019 году составлял 34,8 миллиардов рублей, по факту 2022 года 45,8 миллиардов рублей. Совокупный объем производства товаров, работы и услуг в 2019 году составлял 46,3 миллиарда рублей, в 2022 71,3 миллиарда рублей. Государственный бюджет Республики Абхазия общий, я сейчас говорю, не делю его на собственные доходы, потому что об этом скажет Владимир Валерьевич, я думаю, так будет правильно, составлял 10,1 миллиард рублей, в 2022 достиг уровня 13,7 миллиардов рублей. И здесь важно отметить, что в основном за счет собственных доходов. Объем промышленного производства, на это, кстати, тоже обращалось внимание, в 2019 году составлял 6,3 миллиарда, а в 2022 году 7,1 миллиард. Представители оппозиционных сил утверждают, что в период пандемии не были выполнены меры защиты граждан от COVID-19. Министр здравоохранения Эдуард Будба назвал эти обвинения необоснованными. Ведь с самого начала пандемии все силы были брошены на борьбу с вирусом. Был объявлен карантин, организован координационный штаб по защите граждан. Бесперебойно приобретались медикаменты, кислород и вакцина. В больницах было организовано бесплатное лечение и еда. В ежедневном формате, круглосуточном режиме были вопросы и доклады руководству страны. А официально, открыто об этом говорю. Каждые наши вопросы, которые нужно было решать, они решались, несмотря на какой-то временной промежуток. Это был день, это была ночь, неважно. Обращались и всегда были услышаны, и нам всегда помогало наше руководство. И сегодня говорить, что провал в системе оказания помощи нашим гражданам, да, у нас сложные были ситуации, да, у нас были ситуации, когда мы, невзирая на временной промежуток, и вывозили за пределы Республики Абхазия, в Российскую Федерацию вывозили. С этим тоже вопросом мы занимались. Поэтому статистические данные, они говорят сами за себя, поэтому я думаю, все люди, которые сегодня, вчера и сегодня и будут принимать участие, люди в белых халатах, которые стоят на страже нашего здоровья, ну, наверное, отчасти это будет обидно для них тоже услышать такую характеристику. Обсудили и тему электронных расчетов в разгар пандемии. Проблемы связаны с тем, что и после смерти пенсионера его родственники снимают незаконно деньги с карты. Поэтому образовываются переплаты и задолженность перед пенсионным фондом, так как многие не регистрируют факт смерти гражданина. 2015 года, вот я могу сказать, если взять за первые 3 года, до 2018 года, если незаконно было снято там чуть более 4,5 миллионов, то с 2018 года по 2020 год эта сумма достигла уже почти 27 миллионов рублей. И в последний момент уже даже в месяц почти около 1 миллиона. То есть этот процесс набирал обороты. И таким образом, конечно, естественно, российская сторона, это Пенсионный фонд России, имел претензии к нам, ставил вопрос. И мы пытались решить этот вопрос другими способами, но единственное возможное решение на тот момент мы нашли именно приостановить выдачу пенсии по картам АПРА. Это с августа 2020 года. Надеюсь, было легко, так как это мог сделать только доверенное лицо или сотрудник банка. И таким образом вопрос решается. Однако вот за период с 2015 года по 2020 год мы до сих пор получаем информацию от Пенсионного фонда России о переплатах. То есть и в настоящее время устанавливается случай смерти именно за этот период и снятие средств. И таким образом вот у нас происходило. В настоящее время вернуться вот к этой старой схеме снятия средств по картам, я думаю, что пока нельзя, так как это наберет новый оборот, и мы вернемся к старой ситуации. По инициативе российской стороны, хотя добавлю, скажу, что если мы не приняли бы на тот момент меры, российская сторона самостоятельно могла бы принять иные меры. Но эти меры были бы
более неприятными. То есть пострадали бы все? Пострадали бы все. Ну, например, скажем, снятие средств возможно только на территории России. В рамках встречи коснулись темы энергетики, а также речь шла и о списке товаров и оборудования, которые можно провозить через границу с Грузией. Я считаю, что это тоже опять политизированный вопрос, так как могу утверждать, что те, кто сегодня настаивает на том, что мы сделали неправильно, это те, которые имеют отношение, наверное, к нелегальному как раз-таки бизнесу на той границе. Ну, граница, к сожалению, имеет такие стороны. Даже не то, что с границы по Грузии, а и из России к нам иногда попадают товары, которые не имеют декларации. То есть это уже рабочие моменты, в которые мы ведем работу. Но тем не менее, что сегодня мы после того, как этот указ был принят, ничего на границе не изменилось, кроме того, что мы стали хотя бы видеть то, что сегодня происходит, что завозится, что можно остановить, что можно завозить. И тот перечень товаров, я думаю, если даже меня спросить, это не открытие торговых отношений, потому как мы, абхазская страна, никаких контактов с грузинской властью не имеет, никаких наши бизнесмены, никаких контрактов не заключают, никаких, не знаю, таких вот взаимовыгодных товарных операций не проводят. Это в основном к нам идут как бы транзитом из Грузии, и пусть их товаров в каких-то потоках других там поступать не стало из-за того, что там включили несколько видов товаров в этот перечень этих указа. Но это всегда происходило. Бытность одних руководителей закрывали из-за необходимости. Вообще те, кто сегодня утверждает, что мы открыли торговлю, должны вспомнить сейчас не хочу говорить, может это неправильно будет звучать, но когда они находились у власти, вот когда происходила действительно торговля с Грузией, когда колонны машин с горючим вывозились на территорию Грузии, или табачные изделия, или другие. Вот это была торговля, которая не контролировалась. Может быть, с умолчанием этих властей, но сегодня при разговоре говорят, что это была блокада. А я думаю, что когда блокада объявлена государство, она не вывозит товары первой необходимости, а наоборот старается завозить. Так вроде бы, да, когда блокированное государство. Но, тем не менее, сегодня нас упрекают в том, что мы открыли торговлю. Никакой торговли мы считаем, что мы не открыли. Мы узаконили, взяли под контроль то, что сегодня происходит на границе. Этим вопросом я хотел сказать следующее. Принятие данного решения президентом, так как данные поправки внесены указом президента, они были обусловлены следующим. О социально-экономической целесообразности данного решения мои коллеги уже подробно рассказали. Что вменяют, так скажем, наши политические оппоненты, это якобы риски политические. На наш взгляд, абсолютно никаких политических рисков для нашей страны в этом вопросе нет. Более того, это возможность еще раз заявить о том, что мы суверенное государство, что у нас есть государственная граница, что товары, очень ограниченный перечень товаров, которые мы допустили к перемещению, будет жестко контролироваться, и интересы государства в этом смысле будут соблюдены. Участники встречи обсудили и закон об апарт-отелях. Согласно законопроекту, наличие апартамента не является основанием для получения вида на жительство или гражданство. Обсудили участники встречи и тему проведения митинга в преддверии курортного сезона. Я хотел бы в свою очередь, как руководитель службы государственной безопасности, всех предупредить о том, что нарушение конституционного строя, либо нарушение закона какого-либо в плане проведения этого митинга, либо насильственного захвата власти будет жестко пресекаться нашими сотрудниками, всеми ведомствами, которые будут задействованы в этом мероприятии. Хотел бы предупредить всех, чтобы вели себя достаточно корректно, спокойно и в рамках закона. В остальном у нас достаточно законных оснований применять все силы и средства для того, чтобы не допустить какого-либо негативного деяния. И вообще, вот в целом, вот здесь с большим опытом люди, конечно, мы все понимаем, что такого рода в прежние времена, если мы вспомним, проводили ряд грузинские спецслужбы на территории Абхазии, проводили ряд, прямо перед летним курортным сезоном, проводили ряд там терактов и так далее, для того, чтобы сорвать летний курортный сезон.
Сегодня эти формы, видать, невозможны. Но не хочу сравнивать ни в коем случае наших политических оппонентов, но тем не менее как-то вот это совпадение меня немножко смущает. Конечно, хотят сорвать летний курортный сезон для того, чтобы государство продуктивно не развивалось, потому что это единственный период времени, когда мы можем получать доходы и на наше развитие. Вот единственное, что скажу, как-то вот все совпало неожиданно, конечно. Еще хотел бы добавить, кстати, вот раз уже мы заговорили о террористической угрозе и другой, я скажу так, вот, это ни для кого не секрет, секретом не должно быть, потому что мы должны предостеречь своих граждан от существующей опасности. Вот я до этого говорил об открытии второго фронта со стороны Грузии в наш адрес, что сегодня планируется сделать западными странами. Но в том числе в план их мероприятий для того, чтобы сегодня здесь поднять Бучу и непосредственно оставить грузинский след для того, чтобы мы сегодня как-то сами же пошли на них войною, это действует план террористической угрозы на территории Республики Абхазия, ихний же план, проработан на Украине, который сегодня пока не реализован. Не реализован потому, что мы работаем. И потому что мы знаем некоторых лиц, которые, возможно, к этому могут быть причастны. К сожалению, они на сегодняшний день не находятся на территории Республики Абхазия. Но, возможно, их пособники здесь и где-то есть. И вот этот митинг, массовое скопление людей, не исключено, что может быть использован для того, чтобы нанести серьезнейший удар для наших граждан. Вот это я хотел бы, чтобы те, кто сегодня пытаются этот митинг организовать, несли за собой ответственность тех последствий, которые могут быть. Я бы очень не хотел, чтобы что-то произошло. На встрече обсудили ряд других важных вопросов. Гугу Савардания, Тимур Гогохия, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. К другим новостям. В Сухуме задержаны 2 граждан, подозреваемых в открытом хищении чужого имущества. Преступление по горячим следам раскрыли сотрудники уголовного розыска столичного УВД. В городе Сухум задержаны 2 граждан, подозреваемых в открытом хищении чужого имущества. Казаченко Исмаил Владимирович, 2004 года рождения, в ходе личного досмотра выдал незаконно приобретенный сотовый телефон. Как впоследствии установлено, ранее похищенный в результате ограбления заявительницы. Гражданин Казаченко, как вы приобрели этот телефон? Где вы его взяли? Где, когда? Вчера ночью. Где? По набережной. Рядом с чем? Не знаю, как это называется. В присутствии граждан, приглашенных в качестве понятых, сотрудники милиции у Исмаила Казаченко изъяли телефон. У второго задержанного жителя города Сухум Милясанова Сергея Джоновича, 2005 года рождения, при личном досмотре, проведенном в присутствии инспектора по делам несовершеннолетних, были изъяты банковские карты. С правого кармана джинсовых брюк. Гражданин Милисанов, как вы приобрели данные карты? Украл. У кого, где, когда? На берегу. Когда? Примерно вечером часов 7-8. При осмотре места происшествия сотрудниками милиции обнаружены и личные вещи заявительницы. Потерпевшая опознала свое имущество, именно женскую сумку с документами, а также изъяты при досмотре задержанных сотовый телефон и пластиковые банковские карты. Преступление по горячим следам раскрыто сотрудниками уголовного розыска столичного УВД. Расследование уголовного дела, возбужденного в соответствии с пунктами А и Г части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Республики Абхазия, проводит следственный отдел данного подразделения. В Сухуме прошла встреча представителей следственных подразделений правоохранительных органов Абхазии и главного научного сотрудника научно-исследовательского центра по исследованию проблем расследования преступлений органами предварительного следствия и дознания в НИИ МВД России профессора Николюк Вячеслава Владимировича. В Сухуме прошла встреча представителей следственных подразделений правоохранительных органов Абхазии и главного научного сотрудника научно-исследовательского центра по исследованию проблем расследования преступлений органами предварительного следствия и дознания в НИИ МВД России.
Лекцию на тему оптимизации досудебного производства в уголовном процессе прочитал коллегам доктор юридических наук профессор Николюк Вячеслав Владимирович, прибывший на встречу с представителями правоохранительных органов Республики Абхазия по приглашению министра внутренних дел Вальтера Будба. В ходе лекции профессор затронул различные аспекты профессиональной деятельности, применение регламентирующей нормативной и правовой документации, проблемы и пути их разрешения при расследовании преступлений органами предварительного следствия и дознания, в частности, особенности порядка производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Рассматривая тенденцию детской преступности на примере Российской Федерации, Вячеслав Владимирович Николюк рассказал, что несмотря на снижение преступлений общей уголовной направленности, совершенных несовершеннолетними, в настоящее время наблюдается рост производства уголовных дел в отношении указанных субъектов по фактам особо тяжких преступлений. Также профессор отметил, что в правоприменительной практике нередки случаи, когда судьи назначают несовершеннолетним наказание в виде принудительных мер воспитательного воздействия при отсутствии надлежащих условий исполнения таковых, в частности, при отсутствии специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа в отдельных регионах Российской Федерации. Лекция вызвала живой интерес у участников встречи. Министр внутренних дел Вальтер Будба поблагодарил профессора за информацию, отметив масштабы профессиональной деятельности ученого и важность систематических встреч подобного характера. Мои коллеги непосредственно занимаются делами, и хотел бы, чтобы они немножко отвлеклись и понимали, услышали мнение таких уважаемых людей, как это в масштабе строительства государства те или иные дела, к чему приводят и какова практика складывается, тем более в такой большой стране, как Россия. У нас немного, конечно, своя специфика. В силу нашей малочисленности и маленькой республики мы более мобильны к изменениям. Нам это все чуть-чуть можно быстрее реагировать на все проблемные зоны. Вот такое как бы видение. Да? Вот. Ну и в целом, наверное, я уверен, что наши коллеги приятно вас послушали, много что увидели совсем с другой стороны. В завершении лекции Вячеслав Владимирович Николюк подробно ответил на вопросы аудитории. Во встрече приняли участие руководители и сотрудники следственных подразделений городских управлений и районных отделов внутренних дел, представители Генеральной прокуратуры Республики. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, 12 мая на территории Абхазии будет облачно, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 10-15, днем 16-21 градус, температура морской воды 13 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире.